Если ты следуешь из Бухары в Зеравшан и даже очень спешишь, путник, придержи свой транспорт у чайханы в селении Афшана. Зайди сюда, где люди отдыхают от долгих трудов, дальних дорог и прожитых лет. Ты будешь пить из чаши мудрости, прикасаясь губами к пиале с ароматным чаем. Ты услышишь, как степенно говорят старцы о долгих трудах, дальних дорогах и прожитых годах. Ты увлечешься нестареющими играми влюбленных, увидишь, как с упорством глупцов отстаивают право на первенство бойцовые бараны. Трепетно прижми к губам чашу мудрости, чашу, из которой пил великий Авиценна. Здесь, в Афшане, он родился и 1000 лет назад получил это имя Абу Али ибн Сина Авиценна. К 18 годам он сумел овладеть, по его собственному признанию, основами всех наук того времени. Ученый, энциклопедист, философ, просветитель, математик, фармаколог, хирург. Вглядись, эти инструменты его ровесники. Кажется, они хранят тепло его прикосновений. Истинная цена знаний равна пользе, которую они приносят людям, считал Авиценна. Этим правилом руководствовались и его ученики. Бухара. Город его детства и юности. Сколько бурь пронеслось над этой землей. Немного из того, что видели когда-то глаза Авиценны, пощадило время. Мавзолей саманидов, династии, правившей в те годы территориями Средней Азии. На одной из колонн бухарской цитадели Арк Авиценна мог прочесть: «Люди проходят, как воды рек. Лишь благодеяния их, словно золото, оседающее на дно, остаются навеки». По написанному им канону врачебной науки 600 лет учились медики Востока и Запада. Это была вторая после Библии печатная книга. 70 из вошедших в нее рецептов и поныне применяются в медицине. Сколько бурь пролетело над этой землей. Чингизиды, Бухархудаты, Саманиды, борясь за власть, разрушали то, что создавал народ, грабили и разоряли, истязали, обращали в рабство. Ни в изгнании, ни даже в тюрьме, куда упрятал Авиценну немилость владыки, он не переставал работать. Он был врачевателем, но не только им. Он был великим философом. Не случайно Данте в своей божественной комедии называет его имя рядом с именами Платона и Аристотеля. Он был музыкантом и зодчим, требовавшим, чтобы строители учитывали не только соразмерность пропорций здания, но и воздействие на него солнца и ветра. Авиценна. И счастье тот познал вдали от суеты, кто на мученье шел во имя правоты. Его имя носят институты, школы, улицы и площади Узбекистана и Таджикистана. Его труды сегодняшние лаборатории включают в программу научных исследований. Его поэтические взгляды разделяют и развивают молодые. Передо мною светлый путь открылся. За это благодарен я судьбе. Я как бы вновь из пепла возродился, чтоб новый мир отстаивать в борьбе.